На самом юге Республики Саха-Якутия расположен Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Его строительство в 70-х годах прошлого века стало следствием поисковых работ геологов, обнаруживших здесь богатую минерально-сырьевую базу. На сегодняшний день ТПК включает в себя угольный разрез Нерюнгринский, Нерюнгринскую ГРЭС, железнодорожный узел, позволяющий выходить на Транссиб, сам город Нерюнгри с современной инфраструктурой. Для электро- и теплоснабжения промышленных объектов региона была спроектирована и построена Нерюнгринская государственная районная электростанция. Кроме того, впоследствии ее ресурсы позволили снизить дефицит мощности в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Уникальность НГРЭС связана прежде всего с ее местоположением на географической карте и, как следствие, с трудными климатическими и гидрогеологическими условиями. Несмотря на то, что Нерюнгри находится на одной параллели с Москвой, регион приравнен к району Крайнего Севера. Климат здесь резко континентальный. Это означает, что зима очень продолжительная и суровая, а лето, хоть и теплое, но довольно короткое. Также непродолжительны осенние и весенние переходные сезоны. Абсолютный минимум температур воздуха зимой достигает минус 61 градуса по Цельсию. Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 49 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха летом – плюс 35. При таких климатических показателях продолжительность отопительного периода составляет 268 дней. На площадке НГРЭС распространена островная многолетняя мерзлота мощностью до 30 метров. Сейсмичность площадки оценивается в 9 баллов. Высота над уровнем моря – 796 метров. Примеров строительства электростанции в условиях, подобных этим, мировая практика еще не знала. Проект станции был разработан Новосибирским отделением Института теплоэнергопроект. Строительство объекта начато в 1980 году, а в 1985 с сводом блока номер 3 закончено строительство первой очереди. Таким образом, Нерюнгринская ГРЭС, возведенная в долине с оренкийским названием Лангро, пока остается самой молодой в регионе. В настоящее время электростанция включает в себя следующие энергоснабжающие объекты. Чульманская ТЭЦ мощностью 48 мегаватт, Нерюнгринская городская водогрейная котельная, а также магистральные и городские сети общей протяженностью 293 километра с температурным графиком работы 175/70 градусов. Проектная установленная мощность составляет 1200-1270 мегаватт. Установленная мощность на январь 2011 года составляла 570-630 мегаватт. Изначально топливом для Нерюнгринской ГРЭС служил уголь разреза Нерюнгринский. С 1985 года, с момента пуска обогатительной фабрики, продукты переработки при обогащении коксующегося угля, то есть энергетический промпродукт КС. Сегодня уголь приобретается и у других поставщиков, разрабатывающих месторождения Южно-Якутского бассейна. Средние данные сжигаемого твердого топлива. Влажность 7-8%, зольность 22-26%, теплотворная способность 5840 килокалорий на килограмм. Средняя потребность в твердом топливе при условии работы всех трех блоков – 1,5 миллиона тонн в год и 3500 тонн мазута. Близость угольного разреза, удобная транспортная схема долгие годы обеспечивает достаточно низкую себестоимость электроэнергии по сравнению с соседними регионами. Вот как выглядят основные сооружения станции. Главный корпус первой очереди состоит из 4 отделений. Это машинный зал, бункерное отделение, котельное отделение, отделение тяго-дутьевых машин. Каркас главного корпуса металлический, шаг колонн 12 метров. Стены из облегченных панелей с утеплителем.
Топливоподача двухниточная производительностью 750 тонн в час. Дробилки производительностью 800 тонн в час. Разгрузочное устройство с 2 вагоноопрокидывателями грузоподъемностью 125 тонн. Склад топлива рассчитан на 400 тысяч тонн. Мазут является растопочным топливом. Подается в главный корпус от мазутохозяйства, где установлены 3 мазутных емкости по 3000 кубических метров. Дымоотвод осуществляет дымовая железобетонная труба с воздушным зазором высотой 240 метров. Для очистки дымовых газов на каждом энергоблоке установлены электрофильтры. Степень очистки дымовых газов 98,5%. Удаление золы из шлака гидравлическое по оборотной схеме с возвратом осветленной воды. Управление и контроль работы энергоблоков осуществляется с блочных щитов управления. Один щит на 2 энергоблока. Котлы-агрегаты, турбины и генераторы оборудованы системами технологических защит, блокировок и сигнализации. Вода для подпитки котла-агрегатов готовится по схеме полного химического обессоливания. Производительность установки составляет 85 тонн в час. Установка для подпитки тепловых сетей работает по схеме одноступенчатое натрий-катионирование. Производительность установки 180 тонн в час. Предочистка воды общая с обессоливающей установкой. Схема технического водоснабжения оборотная с водохранилищем-охладителем, образованным путем строительства глухой плотины. Площадь водохранилища 4,2 квадратных километра. Объем 45 миллионов кубических метров. На станции используется следующее энергетическое оборудование. Котлы-агрегаты производительностью 670 тонн в час. Давление пара на выходе из котла 140 атмосфер. Температура острого пара 545 градусов по Цельсию. Турбины с номинальной электрической мощностью 210 и 180 мегаватт. Генераторы. Напряжение на выводах 15,75 киловольт. Возбуждение тиристорное, охлаждение водородно-водяное. Расположение турбоагрегатов в машинном зале поперечное, тепловая схема блочная, котел, турбина, генератор, трансформатор. Котлы-агрегаты барабанные, однокорпусные, П-образной компоновки, вертикально-водотрубные с естественной циркуляцией. Котлы-агрегат оборудован индивидуальной системой пылеприготовления прямого вдувания с молотковыми мельницами. Выдача электрической мощности осуществляется по 7 ЛЭП 110 кВт и 4 ЛЭП 220 кВт. С 1 января 2007 года Нерюнгринская ГРЭС работает как филиал в составе открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания». Руководит работой станции Старцев Алексей Анатольевич. В коллективе 1375 сотрудников. Средний возраст 42 года. Основные специальности: машинист энергоблока, машинист топливоподачи, паровых турбин, автоматизированной подачи, машинист-обходчик по турбинному, котельному оборудованию, диспетчеры, монтеры, слесари по обслуживанию тепловых сетей, оборудование электростанций, контрольно-измерительных приборов и автоматики. В 2011 году станция исполняется 28 лет. Многие ее специалисты уже достигли пенсионного возраста или готовятся уйти на заслуженный отдых. В связи с этим предприятие проходит этап интенсивного обновления персонала. Основным поставщиком кадров остается Технический институт, филиал Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Факультеты: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, электропривод и автоматизация производственных процессов. Дефицита специалистов на Нерюнгринской ГРЭС нет. Руководство и профсоюзный комитет предприятия реализуют социальные программы, направленные на поддержку самих сотрудников, их детей, а также ветеранов станции. В рамках программы комплексного развития Южной Якутии здесь планируется создать горно-металлургическое, железорудное производство, а также построить Канкунскую ГЭС. При этом надо отметить, директор станции Алексей Старцев убежден в том, что возведение нового, столь мощного энергопредприятия никоим образом не ущемляет интересы Нерюнгринской ГРЭС. Ее главной функцией было и будет
тепло- и электроснабжение города и поселков района. Кроме того, само строительство Канкунской ГЭС будет обеспечиваться энергией Нерюнгринской станции. Параллельно ожидается развитие и обновление электросетевого хозяйства. Появятся новые подстанции, новые линии электропередач. И все это пойдет только во благо и потребителям, и самой Нерюнгринской ГРЭС.